над истинно прекрасным в искусстве. Время бессильно. Александр Серов. Здравствуйте. За моей спиной пейзаж Дикого Запада американского художника XIX века Бирштадта. Эта картина могла бы погибнуть, но благодаря реставратору получила новую жизнь. Сегодня мы раскроем тайны галереи и старых картин, поведаем об уникальном процессе реставрации и об истинно детективной истории о том, как за русской девушкой скрывалась восточная красавица. Русская девушка кисти Николая Ефимовича Рачкова впервые попала в руки Ирины Огневой еще 12 лет назад. Ирина Леонидовна – единственный профессиональный реставратор в нашей республике. Периодически она проходит стажировки во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря в Москве. В Национальной галерее почти все картины были отреставрированы ею. Через руки Ирины Леонидовны прошли десятки, а может и сотни картин и икон. Реставрация начинается с осмотра произведения. Описывается сохранность картины с лицевой и оборотной стороны. Составляется реставрационный паспорт, где указываются разрушения краски и холста. Затем проводится техническая часть реставрации. Во-первых, сама картина была написана на холсте, но была сдублирована на картон. Вот ее фотографии оборотной стороны до реставрации. Затем, значит, сама картина, вот фотографии с лицевой стороны. Ну, здесь вот на этой фотографии видны такие разрушения красочного слоя. Во-первых, красочный слой как бы отставал от холста. Были такие вздутия грунта и красочного слоя. И вот вся картина была покрыта мелкосетчатым кракелюром красочного слоя и грунта. Кракелюрами художники и реставраторы называют трещины на картине, которые образуются от старости, от воздействия микроорганизмов, влаги и температуры. Эта картина была в таком состоянии, что она вот вся, красочный слой весь осыпался. Осыпался, и было очень много утрат. Но вот здесь вот утраты очень сильно не видны, потому что они, ну я не знаю, видимо, кто-то решил эту картину как бы подреставрировать, и вот эти вот места утрат, они были закрашены масляными красками. Нужно было сначала укрепить красочный слой. Укрепить красочный слой, вот этот грунт и вот вздутие красочного слоя и грунта нужно было уложить. Ну, собственно, это укрепить красочный слой и грунт. А затем уже сдублировать на холст. Для того, чтобы защитить краску от осыпаний и разрушений в ходе реставрации, Ирина Леонидовна использует осетровый клей, который изготавливает сама из пузыря осетровых рыб, антисептика и меда. Клей наносится на картину, затем накладывается папиросная или миколентная бумага, и все это проглаживается горячим утюгом. Я работаю вот таким вот маленьким утюжком. Он нагревается тепленьким утюжком через несколько слоев бумаги фильтровальной. Вот, и проглаживаю вот таким образом, красочный слой. Ну вот этот клей как бы проникает вглубь красочного слоя и грунта и тем самым укрепляет. А потом уже обязательно нужно холодным утюжком или холодный пресс ставить на картину. Ну, обычно я работаю вот такими вот маленькими железными утюжками. Просто кладется на поверхность или проглаживается, как бы укладывая вот этот вот жесткий кракелюр. Когда реставратор убедится, что красочный слой укреплен и вздутия на картине устранены, необходимо удалить загрязнение с поверхности картины. Сейчас Ирина Леонидовна на примере старой иконы показывает, как удаляются мелкие насекомые, копоть, сажа, сначала большой сухой кистью, а затем мыльным или водопенено-спиртовым раствором. Реставратор начинает очищение с незначительных мест, с края картины или с фона. Убедившись, что именно этот очищающий раствор подходит к данной работе,
можно приступить к ответственным местам. Можно ли сказать, что реставратор волшебник? Вот вы сможете первоначальный вид вернуть этой картине, такой, какая она была написана художником? Ну, волшебства тут мало, конечно. В основном это труд реставратора. Нет, я не волшебник. Нет, ну она будет такой, какой она была написана художником? Да, ну, в общем-то, нужно вот реставратору постараться, чтобы, ну, как бы картина или икона приняла первоначальный вид. Ну, собственно, это вот и работа реставратора, он должен к этому всегда стремиться. Сейчас Ирина Леонидовна показывает, как происходит очищение от записи, слоев краски, нанесенной другим художником, и постепенно открывается картина Николая Рачкова. Оказалось, что за изображением русской девушки скрывалась восточная девушка. Когда уже вся техническая реставрация проделана, вот эта картина натянута на подрамник, удалена профилактическая заклейка, вот, после этого уже подводится реставрационный грунт. Состав реставрационного грунта должен быть похож на авторский грунт. Но иногда встречаются картины с цветными грунтами. Ну, это обычно делали охра или красная охра грунты. Значит, в наполнитель грунта добавляли какие-то цветные пигменты. Грунт реставрационный, он подводится в несколько приемов, допустим, в несколько слоев накладывается. Затем, значит, он шлифуется, лишний грунт удаляется, и он должен быть, ну, вот как бы на уровне красочного слоя авторского. Когда грунт высохнет, начинается живописная реставрация, которая называется тонированием. Точно подбирая цвет, маленькими точечками реставратор накладывает краску только на те места, где она разрушена, не прикасаясь к авторскому слою. Это длительный, кропотливый процесс. Постепенно на глазах реставратора картина приобретает свой первоначальный вид, и в результате из раздробленного рисунка получается законченный образ. Процесс реставрации длится от месяца до 2 лет, в зависимости от разрушений и размера картины. «Русская девушка» кисти Николая Рачкова – уникальный случай в жизни реставратора. Ирина, вы удивились, когда под русской девушкой увидели совсем другой образ? Ну, вообще-то я особо не удивилась, потому что вот под слоем записи как-то немножко просматривалась вот другая одежда. Ну, было уже известно, что что-то там есть. Вот она как-то одета совершенно по-другому. Потом, когда уже рассматривали, допустим, там в рентгеновских лучах, ультрафиолетовых, там уже было уже более конкретно, какая одежда. Ну, естественно, когда вот я начала расчищать, это уже сам процесс, уже точно видишь, какая она. И, конечно, не сравнить, допустим, вот какая она сейчас и смотреть ее, допустим, в других каких-то аспектах. Какая-то загадка была, конечно, и загадочная, в смысле, что вот все-таки хотелось ее посмотреть, какая она на самом деле. Вот именно рачковская девушка. А то, что вот, конечно, кто-то ее записал там в костюм русской девушки и назвали ее русская девушка, здесь, конечно, уже не сравнить. Вот, с тем портретом, какой был, вот с этой девушкой. То есть вы предполагаете, что сверху записана она была совсем другим художником? Да, я думаю, что другим художником. Даже потому что, да, тут живопись. видны, вот сама техника вот живописи была очень грубая. Вот красочный слой такой грубый, прямо видно вышло было, что вот такими грубыми мазками наложено. Но сверху автограф все равно был Рачков. Да, сверху был автограф Рачков. Но это, видимо, тоже было надпись уже другого художника. Ну, видимо, восстановил, что ли, вот авторскую надпись. А вот
вот когда она расчистилась, вот эта вот запись убралась, и раскрылась вот новая надпись, ну тоже Рачков. Рачков красными красками, здесь год есть, 1868 год. Вот, честно говоря, вот для меня до сих пор вот загадка вот эти вот бусы. Вот я не могу определить, они вот настоящие рачковские или тоже записаны. Может быть, вот эта вот рачковская девушка была дважды записана. Может быть, вот это вот красное платье, на ней тоже записи. Может быть, ее так расчистили полностью авторский слой. Тут вообще трудно, конечно, сказать, потому что вот эти вот такие светлые места, вот как бы красочный слой скоблили. Может быть, пытались удалить старый красочный слой. Потом непонятно, почему вот эти вот пуговицы в два ряда. В два, или, может быть, вот это вот первоначальный был замысел художника, потом он их передвинул, или наоборот, потому что это более такие вот светлые, как бы, ну, как подмалевок, что ли. А тут уже вот более они прорисованы, вот тень. Ну, вот здесь вот очень такая картина, она как-то сложно очень понять ее. А по цвету изменилась ли картина после реставрации? По цвету, да, изменилась. Во-первых, ну вот одежда раскрылась. Вот до реставрации она была, ну, вот как бы в белой такой блузке, красный, даже я бы не сказала красный сарафан, а такой охристый. Вот. Ну вот открылась полностью одежда, значит, у нее такое красное платье, белая, светлая такая блузка. Вот. Фон был тоже записан в черный цвет, а сейчас он такой более светлый. Сквозь вот вуаль просвечивались вот эти вот пышные волосы вот этой рачковской девушки, поэтому можно было вот определить, что она, собственно, записана. Вот. Ну, это кокошник, вот это вот прядь волос на лбу, они тоже были, ну, как бы, считаются записями. А цвет лица изменился? Цвет лица, ну, практически лицо тоже почти было все записано, вот такими тонкими, почти прозрачными мазками. Но вот сейчас я, когда начинаю расчищать лицо, то очень трудно, здесь очень сложно определить, где авторский красочный слой, а где записи. Для нас, возможно, еще долго останется загадкой, почему девушка с миндалевидными глазами в восточном наряде была преображена в русскую девушку в кокошнике и сарафане. Иногда контрабандой пытались вывозить за границу шедевры живописи, поверху записывая картину. Но ведь это произведение никуда не увезли. Может быть, идеология или конъюнктура заставили переделать картину, а может, здесь скрывается человеческая драма или комедия, или что-то совсем другое. Ирина, как вы думаете, что самое сложное в работе реставратора? Мне, например, легче иконы реставрировать, потому что они маленького размера. Вот. А картины, вот если особенно когда они большие, вот натягивать нужно реставрационный холст для дублировки, нужно натягивать на рабочий подрамник, который, ну, немного больше самой картины. Вот. Потом эту картину нужно снять с подрамника, допустим, вытаскивать гвозди. Очень сложно, там нужна такая сила. Вот потом эти гвозди ломаются от старости, холст рвется. Вот нужно все это аккуратно сделать. Потом, значит, вот натягиваешь этот реставрационный холст на рабочий подрамник, там на стуле другой раз стоишь, сбиваешь гвозди. Но вот в этом сложность у меня была. И когда это очень большое, когда большой утюг, там начинаешь гладить, потом еще один у меня, там тяжелый утюг, чтобы для пресса нужно было разгладить. Вот, а маленькая икона это маленькая икона, это вот миниатюрная работа в основном. Сколько картина может храниться после реставрации? Ну, может быть, 200 проживет, может, 300, ведь живут веками иконы, картины.